Здравствуйте, меня зовут Лебедев Эдуард Евгеньевич. Я являюсь старшим научным сотрудником Чувашского государственного института гуманитарных наук, кандидат филологических наук. Сегодня мы продолжаем наши лекции, посвященные чувашской литературе, которая издана за рубежом, литературе о чувашах, о чувашском языке, культуре. И тема сегодняшней лекции – это литература, которая издана в Турции. Начать, я думаю, нужно с момента образования Турецкой Республики. Это 20-е годы, конец 20-х годов, начало 30-х годов. Если говорить более точно, то это 1932 год, год образования Турецкого лингвистического общества, которое было создано в Турции по инициативе первого президента этой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Одной из задач этого созданного общества было знакомство с работами и трудами, которые издаются по другим тюркским языкам. И, конечно же, в круг интереса этого общества вошел и чувашский язык. Первые работы, которые были подготовлены этим обществом, под эгидой этого общества в Турции, они носят прежде всего, конечно, переводной характер, и к ним относятся, например, работы Бернанта Мункачи, корневой словарь Николая Ивановича Золотницкого, словарь Пасанина. Правда, в большинстве своем эти работы, они в первые годы выходили в машинописном варианте, то есть не были опубликованы таким традиционным способом в издательстве. Далее, в 30-е годы также начинают выходить в Турции и уже оригинальные работы, посвященные чувашскому языку. Прежде всего здесь стоит назвать статью Ахмеда Джафар Оглу «Название месяцев у чувашей». Также в 1935 году выходит первая рецензия, изданная в Турции на труд, который был опубликован у нас. Это рецензия Абдул-Кадира Инана, рецензия на вышедшие к тому времени 5 томов словаря чувашского языка Николая Ивановича Ашмарина. Абдул-Кадир Инан, он сам был выходцем из России, родом из башкирского села, в 20-е годы переехал в Турцию, и он продолжал изучать литературу, которая издавалась в то время в нашей стране. Далее, какой-то период, это наверное, 40-е, 50-е годы, было некоторое затишье в плане издания трудов по чувашскому языку. Но затем следующий этап интереса к чувашской литературе начинается и связан с именем очень известного, и я бы даже сказал легендарного, турецкого ученого Талата Текина. Талат Текин – это был действительно очень крупный исследователь. Он работал во многих местах, и в турецких вузах, в Анкаре, в Стамбуле. Также он преподавал и в Блюмингтоне, Соединенных Штатах Америки, то есть был достаточно известен во всем мире. Основной темой его исследований была история языка. Это сравнительная историческая грамматика тюркских языков. И, конечно, в этой связи Талат Текин,
он достаточно сильно интересовался именно историей чувашского языка. Вот непосредственно по чувашскому языку у него было издано много работ, статей. Ну вот часть из них я могу назвать, например, «Тюркская тишь, чувашская шол», «Проблема сигматизма в чувашском языке», ну и другие статьи. Его работы выходили как в Турции, так и в других странах. Это Соединенные Штаты Америки, Германия, Австрия, Венгрия, Корея, Япония, Монголия и так далее. То есть достаточно большой список. И в России, конечно, тоже его работы выходили. Ну, также Талат Текин является одним из рецензентов очень важного исследования, которая вышла у нас в России, в Москве в 1976 году. Это историческая морфология чувашского языка Левицкой Ильи Сергеевны. Вот Талат Текин написал на эту работу рецензию. Следующий ученый, который связал, можно так сказать, свое научное творчество с чувашами и с чувашским языком в какой-то степени, это Нури Юдже, тоже достаточно известная фамилия у нас. Сам он в свое время обучался в Германии, в городе Майнце. Он был учеником Герхарда Дёрфера и Бенцинга. Ну, из самых таких известных его работ это рецензия на словарь Пассанина, это статья «Отношения между чувашским и турецким языками», несколько заметок о чувашских пословицах. Также он готовил статьи для различных энциклопедий, в частности, он является автором таких статей, как «Булгар», «Чуваши», и подготовил целое исследование, которое носит название «Чуваши с точки зрения географии, истории, фольклора, языка и литературы». То есть тоже достаточно такой крупный исследователь. Следующим исследователем это является Хасан Эрен. Это уже ученик Дьюлен Немета, он выпускник Будапештского университета. Ну, знаком он нам прежде всего статьями и рецензиями на этимологический словарь Василия Георгиевича Егорова. Дальше также он подготовил рецензию на монографию, известную монографию Шорнера. Это арабские и новоперсидские заимствования в чувашском языке. Рецензия вышла в 1981 году. То есть тоже внес в какой-то степени вот свой вклад в изучение чувашского языка, чувашского народа. Следующий этап и, скажем так, наиболее, ну, можно так сказать, бурный этап изучения чувашского языка в Турции начинается с творчества современной исследовательницы, профессора, преподавателя университета Анкары Эмине Йылмаз. Это имя и фамилия тоже очень известна в кругу специалистов по чувашскому языку. Эмине Йылмаз, она ученица Талата Текина, о котором я говорил вот в начале своей лекции. И тоже по, скажем так, заветам своего учителя она в основном занимается исследованием истории языка. Ну, статей, написанных по чувашскому языку, по истории чувашского языка, у нее достаточно много. Перечислять их будет очень долго, и это действительно много времени займет. Поэтому сейчас мы вот именно статей касаться ее, наверное, не будем. Но вот более крупные ее работы, монографии, конечно, я назову. Ну, прежде всего, конечно, это известная ее монография «Историческая фонетика чувашского языка», которая вышла в 1997 году в Анкаре.
Эта монография, она ну, тоже очень известна у нас, и на нее тоже выходили рецензии в наших научных изданиях. Ну, действительно, на таком высоком научном уровне написано. Следующая монография Эмине Йылмаз – это историческая морфология чувашского языка. Она вышла в 2002 году. Ну и еще одну книгу я как бы приберег напоследок здесь. Это, вот я ее с собой даже принес, хочу показать. Это перевод нашей классической поэмы Константина Иванова «Нарспи». Эмине Йылмаз является автором перевода вот этой поэмы. Ну, читателям библиотеки, я думаю, она известна по проекту «Читаем Нарспи на разных языках». Она там, в общем-то, лично сама читает отрывок из этой поэмы на турецком языке в своем переводе. Ну, на эту книгу также вот были изданы рецензии у нас. Наиболее известна, вот я знаю, это рецензия Бориса Чиндыкова. Вот, издана она в Институте гуманитарных наук, в журнале института. Следующее. Ну, дальше вот, если говорить о современных исследователей, турецких исследователей чувашского языка, то это целый ряд, ряд исследователей, многие из них уже стали профессорами, докторами наук. Ну, начинали вот они тоже с изучения чувашского языка, чувашской литературы. Одним из таких современных известных исследователей является Фейзи Эрсой. Это профессор, который тоже работает в Анкаре, в местном университете. Он издал достаточно много уже монографий по чувашскому языку. Начинал он с изучения тюрко-монгольских языковых связей и значит, связей с чувашским языком. По этому поводу у него вышла, была потом защищена диссертация и вышла монография. Вот, ну, я с собой принес тоже вот две монографии Фейзи Эрсоя. Одна из них это, ну, по-турецки звучит «Чуваш Альп Хикейлери» или по-чувашски «Улап Халабизем». То есть это эпос об улыбе, переведенный тоже с чувашского на турецкий язык. И еще одна такая, я считаю, знаковая работа автора – это «Грамматика чувашского языка». Книга вышла, ну, достаточно такая объемная монография. Вышла она, сейчас скажу, в 2010 году. Очень такое, ну, скажем так, подробное исследование. Тут рассматриваются все стороны чувашского языка, начиная с фонетики, морфологии, синтаксиса. То есть в своем роде это такой очень хороший, качественный справочник по чувашскому языку для людей, для турок, тех, кто изучает вот, или хочет изучить чувашский язык. Очень хорошая монография. Следующий крупный ученый, ну, я думаю, те специалисты, которые нас смотрят, они при упоминании имени этого исследователя его сразу вспомнят, потому что он очень часто приезжал и приезжает в Чебоксары, и вообще в России часто бывает. Это Бюлент Байрам. Вот сейчас я тоже покажу несколько его работ. Бюлент Байрам – это профессор университета Кыркларели. Это такой небольшой город, который расположен на побережье Черного моря. Очень давно занимается изучением чувашского языка, чувашской литературы.
Мы с ним тоже достаточно давно уже знакомы. Он приезжал еще и в 90-х годах к нам. Супруга у него сама тоже родом из России, из Башкирии, так что он такой достаточно частый гость у нас. Основным направлением деятельности Бюлента Байрама является чувашский фольклор, прежде всего. И вот я хочу в связи с этим две его книги показать. Это героические рассказы чувашей, то есть, опять же, вот речь идет об Улыпе. И следующая книга, ну это, скажем, уже классика, это перевод чувашского эпоса «Улып» Суяна Хведере, да, вот такое красочное издание. Было оно издано в 2013 году. Вот, достаточно так хорошо было принято нашими учеными. И, насколько я помню, проводился здесь у нас презентация в Национальной библиотеке этой книги. Вот такая вот монография. Ну и еще одна из работ Бюлента Байрама – это чувашско-турецкий словарь. Ну, наверное, на настоящий момент, насколько мне известно, единственный подобный вот словарь, который имеется вот напрямую, да, чувашско-турецкий словарь, тоже, скажем так, незаменимая книга для тех, кто изучает чувашский язык в Турции. То есть без нее, скажем так, никуда. Когда вот можно напрямую искать слова и учить слова чувашские с помощью этого словаря. Идем дальше. Ну, упомяну еще такого исследователя, как Дурмуш Арык. Вот здесь вот в библиотеке есть тоже его книга. Называется «Христианизированные тюрки-чуваши». Книга, конечно, она больше такого посвящена, скажем, религиозной тематике, то есть не связана с языком, с литературой, но тем не менее тоже очень интересная вот для изучения. Следующее. Еще один современный исследователь – это Метин Йылмаз. Он сам тоже из Анкары. Он долгое время занимался созданием разделов, касающихся чувашской народной словесности и чувашской письменной культуры. Эти разделы были опубликованы в большой такой турецкой, вышедшей в Турции книге «Антология зарубежной тюркской литературы» в 2003 году. Кроме этого, благодаря Метину Йылмазу в Турции были изданы статьи о чувашских писателей и поэтах в энциклопедии писателей тюркского мира, которая выходила с 2002 по 2007 годы. Ряд статей о чувашах и чувашии издал председатель Союза писателей Евразии Якуб Демирлиоглу. Ну, конечно, он специально чувашским языком не занимался, но тем не менее, я думаю, его тоже в нашем обзоре нужно обязательно упомянуть. Идем дальше. Ну вот у меня тут на столе еще лежит книга «Переводы стихотворений Геннадия Айги», избранные стихотворения Геннадия Айги. Эта книга вышла, так, год тут указан, в 1992 году в Турции. И ее подготовил Ülker Ince, автор-переводчик вот стихов Геннадия Айги. Дальше, еще один современный исследователь чувашского языка – это Агусхан Дурмуш, тоже
известный нам специалист, который много раз бывал в Чебоксарах, многие из чувашеведов с ним знакомы. И я хотел бы вас познакомить с его монографией, которую он издал в 2014 году. Вот она так выглядит. Это достаточно такое солидное издание, толстое. Называется «Лексика чувашского языка произведений XVIII века». Очень солидная работа, очень качественное исследование. Здесь он собрал в одной книге все произведения на чувашском языке, которые были изданы в XVIII веке. Вот здесь в конце книги в приложении даются их ксерокопии. Вот. То есть в этом плане, конечно, книга, она для исследователей истории языка очень-очень полезная. Ну и основное содержание этой книги – это тоже словарь, где представлена лексика чувашского языка XVIII века по этим произведениям. То есть все это в алфавитном порядке собрано. То есть действительно вот человек провел очень такую кропотливую работу по изучению всех вот этих вот памятников XVIII века. Конечно, можно только порадоваться за выход такой действительно замечательной работы. Он сам преподает в городе Эдирне, созвучным с чувашским Ядрином, да, Эдирне. Это город находится на границе с Болгарией и Грецией, то есть это на самой западной части Турции. Вот в этом городе работает наш замечательный товарищ, специалист по чувашскому языку. Далее, осветить полностью все работы, которые были изданы в последние годы в Турции по чувашскому языку, действительно тяжело. Это займет, наверное, не один час, только перечисление всех вот статей, которые выходят в последнее время. Мы стараемся эти статьи, эти новые работы, которые публикуются, отслеживать. По мере возможности публикуем рецензии на эти статьи в наших научных журналах. Еще я, конечно, хотел бы упомянуть еще двух исследователей Турции. Я, к сожалению, у меня нет с собой их книг, но, тем не менее, я думаю, их фамилии тоже должны прозвучать. Это Ибрахим Арыкан, специалист по чувашскому языку из Анкары, и Синан Гюзель, специалист, тоже доцент, преподаватель Измирского университета. У этих молодых специалистов еще все впереди. Я думаю, их монографии мы тоже в скором времени увидим, которые вот выйдут из печати. В настоящее время вообще стоит сказать, что в Турции наблюдается настоящий бум интереса к чувашскому языку, к чувашской культуре, чувашской литературе. И все новые и новые молодые выпускники тюркологических кафедр из разных городов Турецкой Республики начинают работать над чувашским языком, чувашской литературой. Я думаю, что в ближайшие годы мы с вами узнаем о новых именах турецких научных деятелей, ученых, которые появятся, скажем так, на небосклоне чувашской науки. На этом, наверное, я буду завершать. Спасибо большое за внимание. До свидания.